Новый и неожиданный формат торжественных открытий дистанционно и сразу в нескольких регионах страны. Всероссийская церемония в рамках Дня спорта официально дала старт 9 спортивным объектам, один из которых – Сунжинский физкультурно-оздоровительный комплекс. Уважаемые Дмитрий Николаевич, Олег Васильевич, Игорь Евгеньевич, сегодня мы находимся в городе Сунжа, Республики Ингушетия, где открывается великолепный, благодаря вам и благодаря указу президента, у нас великолепно построен дворец спорта. Здесь бассейн, все виды спорта можно. Здесь соревнования можно проводить. И самое главное, прилегающая территория будет использоваться тоже во благо спортивного развития наших ребят здесь, в городе Сунжа. Хотелось бы искренне сказать вам спасибо. Еще много. Для нас это очень важно, потому что в преддверии столетия государственности Республики Ингушетия открывается такой великолепный дворец спорта. Спасибо вам большое. Будем сотрудничать дальше. Потребность. Вы знаете, у нас великие, добрые спортсмены, как в других регионах. Мы думаем, потребность у нас еще есть. И думаем на дальнейшее сотрудничество и строительство спортивных сооружений. Спасибо большое. До свидания. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса наконец-то подошло к концу, и вот долгожданное открытие. Возведение объекта стало возможно благодаря национальному проекту «Демография». Для главного спортивного праздника все готово. Настроение придают шары и красная лента. Ее с минуты на минуту разрежут. Но прежде слова напутствия и пожелания юным спортсменам Сунжинского района. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить строителей, поблагодарить Министерство строительства, спорта. Кто причастен к этому доброму, хорошему делу? Баркалал Езвицарь, потому что качественно объект построить, чтобы он потом радовал. Нам нужно их строить, потому что у нас молодежи много, и то у них внутренняя энергия, они должны ее использовать в тех спортивных зданиях, сооружениях, где это нужно, потому что это для нас, вот у нас мы перечисляем чемпионов наших, Духбович, и мы гордимся, телевизор выбор хороший, чижда, да? Так, мы чествуем их, и поэтому для Сунжи, для республики в целом, это очень удачно и красиво сделано. И когда, я помню, жители собрались, я обещал тогда, что мы это сделаем. Мы сказали, мы сделали. Вот, поэтому мяш халвы, щиливен, не берешь, латте дать свой, такой же дорогой дал эту бахвы. У нас очень много молодежи и много ребят, которые не знают, куда деть свою энергию. А так, Массанин Делряс Холшон, кто принимал участие, и тренеры Бирышты дал эту бахлопус, бахму без бахтаба. И вот кульминационный момент. Право разрезать символическую красную ленту предоставлено главе Республики Ингушетия Назиру Манкиеву и Мавсару Евлоеву. Сразу после Махмуд Али Калиматов лично проверил качество строительных работ. Руководитель региона уделяет особое внимание оснащенности объекта. Все должно строиться с душой для людей, качественно и в срок, отмечал он не раз. Это для нас очень важно, потому что спортсменов низ да, и надо его использовать теперь. Его использовать 150%, стоит лахти еще разбейте все, нельзя. Мы много денег, около 400 миллионов денег сюда ушло. Поэтому он не должен стоять. Строительство нового спортивного сооружения началось в апреле прошлого года. Решение о снесении старого городского фока было принято главой региона. В ходе инспекционного выезда в январе 2022 года он тщательно проверил условия для занятий в комплексе. Отметил, что согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС по республике, объект не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Как дела? Грязный шикарный. Средний. Средний. Душ мычащий. Душ стоит. У меня в первую очередь здоровье этих детей. Потому что здесь невозможно гофры это, заборы делать.
Таган Дизель, тренироваться, чтобы он не болтался на улице. Каждый родитель так думает. Но вы условия должны создать. Технические, да, он там 2, 3, 10 приемов научится, понимаешь? Может, чемпион кто-то будет, и мира будет. Вопрос в том, они здоровые должны быть, понимаешь? Дыхалка должна. Могут халбезер. Главное, чтобы у него не было в легких что-нибудь. Чтобы у него коррекция была правильная. Они дышат. Абсолютно невыносимая атмосфера здесь. Особенно детей, что касается, я отношусь к этому очень серьезно. Действительно, вопросы подрастающего поколения спорта и здоровья у главы региона на особом контроле. Так и с этим объектом. Обещал, выполнил. С бассейном, трехэтажный. Знаете, со всеми, то, что нужно детям, вот этими удобствами. И действительно, он сказал, честно скажу, он сказал 12 месяцев, по-моему. А сделали еще раньше. За 10 месяцев построили. И слово сдержал. Алхамдулилlah, молодец. Очень хороший у нас глава региона. И все дети вот сейчас так радуются, что, вот знаете, вот можно мы это посмотрим, можно мы, как будто в музее оказались все дети сейчас. Вы представляете, вот они хотят все увидеть это своими глазами, не верят, знаете, вот. Вот такой подарок сделал нам Махмуд Али Накшарипович. Новое спортивное сооружение города позволит спортсменам проводить коллективные тренировки в комфортных современных условиях. В здании предусмотрели залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес-залы, спортивный зал с балконом и универсальной игровой площадью более 1000 квадратных метров, а также бассейн. Бассейн очень такой хороший, имеется в виду 25 метров в длину и 8,5 метров в ширину. Да, очень хороший бассейн. Здесь можно научить детей плаванию и проводить соревнования здесь, вывозить на соревнования по всем регионам, потом растить детей как положено. Бассейн привлекает внимание большинства спортсменов. Каждый понимает, в чем его значимость. Я хочу поинтересоваться у тренера, можем ли мы купаться в бассейне, есть ли у человека каждого доступ к нему. Как ты думаешь, почему важен бассейн для спортсменов? Важен? Развивает дыхалку, спину качает. ФОК построен в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Контрактная стоимость объекта более 300 миллионов. Новому объекту больше всего рады дети. Каждый зал оснащен всем необходимым. Тренировки только в радость. К примеру, сейчас здесь находятся юные дзюдоисты. Ребят, как, нравится? Очень сильно. Этот зал очень хороший. В прошлом зале у нас были проблемы. У нас вытекала труба, из нее вытекала вода. Из-за этого у нас отменяли каждый раз тренировки. И у нас это не было некоторых вещей, которые могли нам обеспечить. А в этом зале что вам нравится? Все отлично. Таких проблем здесь точно не будет, а о переносе занятий и речи быть не может, если только не о дополнительной нагрузке, признается Абдулла Газгиреев. Парень занимается дзюдо уже 5 лет. Результаты хорошие, с новыми условиями. У спортсмена появились новые желания и, конечно же, новые цели. Да, мы рады. Мы в подвале были, в других школах, там маты лежали. И сложно было реально, но сейчас есть фок, дал Эндель, тренировку будем делать. Какая теперь цель у тебя? У меня цель стать олимпийским чемпионом, дал Эндель. В ФОКе не было никаких условий. Глава приехал, посмотрел, понял, что все очень плохо. И наконец-то нам открыли новый ФОК. Тут много условий, все очень хорошо, мы очень довольны всем. Вот для спортсмена очень важны эти условия хорошие. Что для тебя они дают? Для меня они дают мотивацию тренироваться, есть желание. Дал Эндель, будем тренироваться и будем побеждать. Еще одна секция, которую нельзя обойти стороной – бокс. Этот вид спорта уже давно и успешно культивируется в республике. Без преувеличения особого внимания заслуживает спортзал, где установлен боксерский ринг, а также все необходимое для тренировок. Для жителей города открытие нового современного комплекса стало настоящим подарком. Намного декады но мешок же чемпион хвалился. Тренировка шхалищен. И в зале за халдер
Uzal yarış zengi olur. Uzal dikkatle uztrenat dodik. Boksie учуся. Цуханы, фоки и хауса. Условия муерчик, ханс хайла фока. Чоуашт эйзе. Да рясхал ярхая чо. Уз бол бишбях качара. Чоуашт бассейн болжбы, чо просторные. На сегодня ФОК посещает свыше 700 детей. Здесь открыты секции дзюдо, бокса, греко-римская борьба. Желающих заниматься много. Места в старом ФОКе не хватало. Иногда приходилось разделять борцов на несколько групп. Теперь об этой проблеме и речи быть не может. Для нас, для боксеров, вот я буду за свой вид спорта говорить, очень огромная помощь. Вот здесь вот и ринг поставили, и мешки, и все, что необходимо для тренерской работы, все здесь есть. Хотел бы в свою очередь огромную благодарность высказать и главе, и ребятам, которые строили этот ФОК. Все наши пожелания были здесь учтены. Для всех желающих заниматься спортом в новом ФОКе созданы все условия. На каждом этаже комплекса предусмотрены просторные раздевалки и душевые. На втором этаже комплекса функционирует тренажерный зал, который оснащен всем нужным инвентарем. Родители теперь могут не переживать. Хочу выразить от всего родительского состава огромную благодарность главе республики, спонсорам, всем тем, кто принимал участие в становлении данного ФОКа. Хочу сказать, что раньше были условия очень плохие, полная санитария была. Теперь мы видим все, что ФОК идеальный, все условия тут есть. Бассейн есть, раздевалка отдельная, все условия. Большой подарок для детей, как для нашего города, так и для наших детей. Это большой подарок. Думаем, что у нас дальше будет еще больше таких сооружений спортивных. Удобно ли вам расположение? Конечно, все в шаговой доступности, все очень удобно. Успели оценить внутренние условия? Да, мы полностью прошлись, все очень сделано красиво, хорошо. Главное, что берегли, остальное все нормально. Поздравить ребят с таким значимым событием приехал и олимпийский чемпион Назир Манкиев. Он своим примером мотивирует ребят и с большим удовольствием делится с ними своим опытом. Я думаю, с открытием такого зала у нас появятся новые олимпийские чемпионы мира, Европы. И такие условия мечтать можно. Какой совет вы могли бы дать детишкам? Детишкам воспользоваться условиями, которые им создали. Ставят перед собой цель стать, вот как Муса Евлоев, да, Рахим Чахкиев, олимпийскими чемпионами, там, как Мусар Евлоев, там, Юнус Евлоев, бойцы, там, UFC, там, ставят самые высокие цели перед собой. А чтобы добиться этого, надо каждый день тренироваться, не пропускать тренировки. Глава Ингушетии Махмуд Али Калимадов при возведении объектов на территории республики особое внимание уделяет очистным сооружениям и качественному проведению всех необходимых коммуникаций, вентиляции. Согласно проекту, все эти требования подрядная организация учла. Это универсальный спортивный комплекс. Тут созданы условия для занятий практически всеми видами спорта. Это и игровые виды спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, так и единоборство, как у нас есть зал бокса, зал единоборств, то есть маты для вольной борьбы и для дзюдо. Также есть у нас шахматный зал, есть информационный зал и фитнес-зал. ФОК оборудован для занятий спортом маломобильными группами населения. То есть для всех групп населения, все группы населения могут заниматься спортом у нас. За последние годы в Ингушетии открываются все новые и новые спортивные объекты. ФОКи заполняются, возможно, будущими олимпийскими чемпионами. Хава Гагиева, Султан Магушков, Султан Булгучев, Магаз 24.